Герой нашего сюжета Алан Загалов открыл в себе новые способности после мастер-класса по столярному мастерству. Теперь вместо работы в офисе он проводит время в цехе. В его руках рождаются различные деревянные изделия. Зара Соколова познакомилась с мастером. Шум полирующего станка, пилки и древесная пыль по всей мастерской. И уже через пару часов из этой заготовки получится специальная доска под осетинский футчен. Да, футчен, здесь нож и вилка. По словам Алана Загагова, важно чувствовать дерево. Аудитор с 20-летним стажем вспоминает, еще 6 лет назад не мог держать в руках даже шуруповерт. Все изменилось, когда ему подарили сертификат на мастер-класс по столярному мастерству. Это было вечером, как сейчас помню, уже стемнело, а мастерская была в подвале. И, значит, я спускаюсь, там еще света не было. Я, значит, иду на ощупь, открываю дверь, и вот как только я почувствовал запах дерева, мне как будто планка в голове упала, и все. И с тех пор я с деревом не расстаюсь. После открыл собственную мастерскую в помещении, где изначально хотел сделать спортзал. А уже через 3 года полностью сменил работу в офисе на прибыльное, а главное – любимое дело. Алан Загагов в основном изготавливает столы, стулья и разделочные доски. Что немаловажно, из качественного материала. Чаще всего используют дуб, карагач, бук, тополь и акацию. Неудивительно, что те, кто единожды заказал товар у Алана, возвращаются к мастеру снова. В них есть душа, есть определенный смысл, ну и, естественно, качество. Мы работаем над качеством. Я считаю, что качество – это основной критерий любого изделия. Тем более столярного, чтобы это было на века. Столяр, дизайнер и даже педагог. Работать с деревом полюбила вся его семья. В тандеме получаются настоящие произведения искусства. А еще Алан Загагов открыл свой благотворительный фонд «Папа Карло». Проводит для детей из детских домов мастер-классы. Я первый раз поехал в детский дом с мастер-классом, я увидел глаза этих детей, и я сказал, что я этим буду заниматься теперь всегда, потому что это даже мурашки по коже, потому что это настолько искренне, настолько они впечатлились этим, что я сказал, ну, я готов жертвовать своим временем ради того, чтобы, если хотя бы один ребенок через 20 лет вспомнит, что его какой-то бардак дядька научил закручивать шуруп, мне будет приятно. Идеальный порядок и любимое место, в котором создаются бесценные предметы. Для Алана это не предел. В планах взять в аренду еще одно помещение, чтобы еще больше расширить свое дело. Зара Соколова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.